Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 30 марта по 5 апреля 2020 года для львов. Посмотрим, какие основные события, какие энергии будут на неделе. Так, тройка пентаклей. Очень хорошо. Какие-то результаты появятся, которые порадуют. Это отношения, это работа. Это финансы и совет. Смотрите, какая у вас тут активная, решительная неделя. Добавим информации из карт Ленорман. 3 карты на отношения. 3 карты на работу. Вверх ногами. 2 карты на финансы. Итак, главная карта, тройка пентаклей. Карта говорит о том, что вы начнете превращать в деньги свои желания, ваши новые какие-то действия, ваши новые проекты, ваши начинания на этой неделе могут получить результат вот в форме денег, да, ну, либо вообще как-то материализоваться, если у вас желания были не о деньгах, то есть у вас уже какие-то первые результаты, они вас радуют. Также карта говорит о том, что можете привлекать деньги для комфорта, тратить деньги на комфорт, на предметы, связанные с красотой. Может быть, кто-то будет покупать золотые вещи, да, может быть, кто-то там в золото будет вкладывать деньги. В общем, карта говорит о том, что какие-то вот ценные вещи вы можете приобретать на этой неделе. Кроме того, здесь может быть отделка внутреннего пространства дома, квартиры, может быть ремонт, может быть покупка мебели. Также карта говорит о том, что могут какие-то решены быть вопросы, связанные с консультациями, экзаменами, обучением. Может быть, будет подписан какой-то важный документ, договор. То есть, ну, в общем, такие очень хорошие результаты у львов на этой неделе. Для отношений выпадает 4 кубков. Карта говорит о том, что, возможно, придется как-то дать себе возможность отдохнуть, либо тот момент, когда у вас... В общем, у вас в деятельности будет очень много хлопот, будет очень много энергии уходить. И вот дома, в отношениях, вам нужно обязательно создать себе такой уют, комфорт, для того, чтобы вы могли отдыхать, набираться сил, чтобы вас окружало все красивое, чтобы у вас поднималось настроение и так далее. Также карта говорит о том, что хорошо было бы в это время организовать так свои отношения с близкими людьми, чтобы они вас ни в коем случае не забирали у вас энергию, а наоборот добавляли. Вам нужна такая опора в виде ваших близких людей, семьи, друзей и так далее. То есть здоровье тоже. О здоровье тоже нужно позаботиться, чтобы хватало сил на все. Для тех, кто еще не в паре, выпадает дополнительно карта Луны. Здесь, скорее всего, будут вопросы, связанные с эмоциями какими-то дополнительными, да, то есть, может быть, будет знакомство, действительно есть такая возможность, но вот знакомство либо будет как-то неопределенно, слишком не будут продвигаться отношения, да, либо будет много эмоций, как бы и плюс, и минус, то есть вы не будете знать вообще, продолжать вам эти отношения или нет. Но, в принципе, эта карта хорошая, можно встретить человека такого, который вам как раз нравится, подходит, вызывает вот такой эмоциональный отклик. Но пока что вот нет понимания, будут ли они развиваться. Для тех, кто в паре, выпадает дополнительная карта ключ, очень хорошее время для того, чтобы какие-то важные вопросы решать у вас в паре. Может быть, какой-то ответ кто-то получит. Допустим, если было сделано какое-то предложение, да, допустим, руки и сердце, вот есть возможность получить ответ, либо здесь решить вопрос, решить проблемы какие-то можно.
Но в любом случае здесь успех в отношениях однозначно. Либо может быть скорое значительное событие, которое вот вы оба запомните, которое повлияет на ваши дальнейшие отношения. А также здесь может быть какая-то сложная ситуация разрешиться наконец. Может быть, знаете, кто-то будет влиять на ваши отношения, вмешиваться не разрешайте никому. Если только, конечно, там события по судьбе происходят, это хорошо, это вам на благо, но как бы других людей в отношения лучше не допускать. Для тех, кто в ссоре, выпадает дополнительная карта Клевер, она говорит о том, что появляются у вас какие-то новые возможности и новые перспективы в этих отношениях. Скорее всего, будут какие-то положительные результаты, и ваша ссора наконец-то закончится примирением, будет, в общем, такой положительный, счастливый исход. Работа, пятерка жезлов. Карта говорит о том, что будет нужно что-то предпринимать срочно, потому что в работе здесь у вас как-то кризис. Ну, в принципе, это, наверное, сейчас везде и у всех, но вы очень активно, скорее всего, в этом участвуете, может быть, обучаетесь, может быть, стараетесь как-то вот место себе новое определить в этом, в своей деятельности. Так, пятерка жезлов, у нас это Сатурн во Льве. То есть мы предпринимаем очень много действий, мы пытаемся себя показать, мы пытаемся достичь результатов, но Сатурн нас сдерживает, он пока что не дает нам проявиться и требует, ну, результатом появиться, и требует от нас серьезного отношения, требует, чтобы мы как бы очень много вкладывали сил в деятельность, в обучение. Также карта говорит о том, что здесь отдыху не место. Вот именно на этой неделе нужно будет предпринимать какие-то активные действия. Кроме того, здесь может быть, знаете, какое-то вот частичное обнуление прошлых результатов. То есть придется как бы заново все создавать, начинать, возможно, такое. Для тех, кто в поиске работы, шестерка у нас выпадает, карта под номером 6, облака, да, карта говорит о том, что, скорее всего, пока что у вас ситуация неопределенная, переменчивая. Может быть, допустим, какое-то предложение, потом оно уходит, отменяется, либо у вас ну, как бы поступают предложения, которые вам не нравятся, не устраивают, либо опыта у вас еще в этом нет. В общем, какая-то переменчивая ситуация, неопределенность. Но все-таки совет у вас искать что-то новое для себя, обучаться, получать новый опыт, искать, где вы можете себя проявить больше. И не бояться трудностей, не бояться работы. Для тех, кто работает, выпадает карта женщина дополнительная здесь. Скорее всего, будут достигнуты какие-то результаты благодаря вашей интуиции, благодаря умению общаться с людьми, благодаря каким-то прошлым результатам и прошлым связям. То есть здесь вот себе верьте, себе доверяйте. Вот внутри вы точно знаете, куда вам идти, что вам делать, и не нужно себя жалеть, да, если вдруг какие-то перемены, кризис или еще что-то такое. Нужно, знаете, вот просто как-то легко входить в эту новую ситуацию, зная, что вы обязательно с ней справитесь, потому что вот вы даже внутри знаете, как этот вопрос решить. Для тех, у кого свое дело, здесь выпадает дополнительная карта «Дом», и, возможно, вы здесь будете либо решать вопросы с недвижимостью, либо как-то, в общем, переписывать для себя инструкции, да, по которым вы ведете свое дело. То есть здесь вот может из-за того, что меняются законы, меняются основы, да, вам будет нужно как-то перестраивать это дело, переходить на новый уровень. Но карта говорит о том, что вы все-таки находитесь в безопасности, вы можете себе обеспечить эту финансовую безопасность, ваше дело будет процветать, может быть, вам нужно будет офис переносить на дом, да, из дома работать, и новые связи, новые отношения, новое обучение, все это можно делать из дома. Для финансов выпадает карта влюбленный, старший аркан, то есть в финансах очень большие изменения, тут старший аркан. Естественно, что вам придется какое-то решение принимать, либо нужно будет менять полностью финансовые, как сказать, финансовые поступления, то есть поток вот этот, по которым к вам приходят деньги, его нужно будет преобразовывать, либо выбирать какое-то новое направление, либо добавлять к тому, что вы уже делаете, еще что-то.
В любом случае здесь выбор за вами, здесь будет жизнь прям вам его предлагать, вам остается только сделать выбор. Либо оставить и то, что есть, и начать новое, если вы потянете, либо нужно как бы перемену такую осуществить, может быть, переход с одной работы на другую, да, или, может быть, оставить старый доход и плюс пробовать еще начинать что-то новое для того, чтобы вот более стабильно себя чувствовать. Но у вас прям будет очень хорошо это получаться, потому что вам судьба сама помогает в этом. Для тех, кто работает, скорее всего, будут либо какие-то выплаты единовременные, большие, либо здесь будет какая-то выплата дополнительная, как компенсация, либо на ваши деньги будет влиять закон, принятые какие-то, может быть, меры, которые сейчас от правительства исходят, да. Также карта говорит о том, что вы можете довольно-таки прочное положение создать себе в финансах, начиная с этой недели. Может быть, кстати, тоже вопросы недвижимости тут будете каким-то образом решать. Теперь для тех, у кого свое дело, здесь карта ребенок, она говорит о том, что все-таки у вас будет новое направление в финансах на этой неделе, откроется для вас возможность, да, и вы действительно сможете если примете эту возможность, то вполне возможно у вас будет два источника дохода, то есть увеличивается ваш доход со временем. Конечно, это трудный момент перемен сейчас будет, и страшно как-то принимать решения, потому что это меняет всю вашу жизнь, все ваше будущее в плане финансов, но все-таки вот карта рекомендует новое, нужно начинать, оно будет вам на благо. И по совету выпадает десятка мечей, карта завершения. То есть то, что уходит, нужно легко отпускать, не цепляться за это. Время этого ушло, и оно вам просто уже не поможет. Перемены, они всегда пугают, и могут быть такие страхи, они могут вас, в свою очередь, задерживать, да. Вот самое главное не цепляться за старое, тогда новое будет легко приходить в жизнь, тогда будут хорошие результаты. Так, десятка мечей. Десятка мечей у нас Солнце в Водолее. Солнце в Водолее – это когда мы получаем свободу, мы получаем возможность себя проявить, мы получаем возможность для дальнейшего роста и увеличения своих финансов, улучшения своей жизни. И мы этого боимся этой свободы. То есть это совершенно замечательная карта. Единственное, что нам мешает, это наш страх нового. Вот и все. Друзья, желаю прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.